Концерт посвящен юбилею 15-летию нашего ансамбля. 15 лет назад, в сентябре, уже почти 16 лет назад он был организован. И все эти годы мы очень плодотворно работаем над собой, над тем, чтобы песня была еще более популярна, наши песни, которые мы поем. Стараемся, чтобы наши песни носили именно воспитательный характер, были социально значимые, потому как это очень важно для студентов, поколение, которое несет и будет нести в будущем в школы, досуговые центры детские. И мы стараемся, конечно же, петь, уже приближаться, хотя бы чуть-чуть приближаться к профессиональному уровню, хоть и наш коллектив считается самодеятельным, но мы все же очень стараемся, чтобы наше четырехголосие было чистым. Я обратила внимание на то, что те выпускники, которые приехали к нам и с разных уголков России, со всех уголков Республики Башкортостан, они как пели, так по-прежнему поют. Они поют сольно, либо у них есть детские коллективы, либо они рожают детей, и дети тоже продолжают то же самое направление в жизни, обязательно с вокалом. Но получается, что все мои выпускники, они идут по жизни с песней. Слава Родине моей, ты цвети, любимый край, вольной музыкой своей, славь отчизну нашу рай, слыша я на родной, светлый мой Башкортостан, образ пусть со мной, ты в душе Башкортостан. Работа в ансамбле – это очень такой кропотливый труд, потому что выступать сольно и выступать в ансамбле – это разные вещи. Так как ансамбль – это единое целое, и никто не должен выделяться, и поэтому это довольно-таки сложно. После того, как я закончила университет, бакалавриат в 2014 году, работая в школе преподавателем английского, я продолжила ходить, где-то около 2 лет еще продолжала ходить, потому что Марина Анатольевна нас всегда приглашала, мы вспоминали наши произведения, которые мы пели, будучи в составе ансамбля. Марина Анатольевна некоторые произведения сама раскладывает на партии. То есть она делает партитуры под каждые голоса, то есть она делает переложения. И в основном получается так, что вот именно эти произведения, они так отлично запоминаются и, не знаю, может быть, западают как-то в душу, потому что именно ей они написаны. Нашим любимым произведением однозначно является еврейское попурри. Да, и все, кто его слышит, они прям в восторге. Мы его прям хорошо помним. Это, наверное, единственное произведение, которое практически не пришлось прям восстанавливать. И мы его прям вышли и спели, и зажгли. Не помню, кто-то из великих сказал, что у каждого человека есть своя мелодия. У каждого человека внутри все равно есть своя мелодия. У него может быть не быть слуха, но не всем Всевышний дает слух. У него может быть не быть чувства ритма, еще что-то может не быть, но мелодия внутри у каждого должна быть. Тем ребятам, которые сейчас на сцене, тем ребятам, которые были в нашем ансамбле, те ребята, которые вообще занимаются творчеством, не только вот в данном случае в ансамбле «Вариации», но и во всех наших творческих кружках, они молодцы, им реально, значит, повезло по жизни. Им Всевышний дал, кроме всего-всего, он еще им дал чувство слуха, чувство прекрасного. И я желаю каждому, кто еще не нашел свою песню, чтобы она у него обязательно была. За этих ребят я спокоен. Они свою песню уже нашли. Они эту песню будут петь, они эту песню будут передавать. А такие моменты, как сегодняшний концерт, они делают нашу жизнь еще более прекрасной и еще более симпатичной. Ну и вот сегодня раз юбилей, Марина Анатольевна, я хотел бы вас пригласить, давайте поаплодируем. Я хотел бы от всей души поблагодарить Марину Анатольевну за ту работу, которую она ведет. Вот такое небольшое, но признание вашего труда, благодарственное письмо нашего университета. Искренне поздравляю. Это вам лично. Ну, а это ансамблю, народному вокальному ансамблю «Вариации» на реализацию творческой деятельности от имени нашего университета сертификат на 300 000 рублей. Моя нежность, моя сила, моя вера и моя любовь. Ты одна
моя Россия.